Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Мы, как обычно, находимся в ресторане «Мусхая», гастростудии у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, привет! И к нам сегодня в гости пришел певец Леонид Анциферов. Приветствую, Леонид! Здравствуйте. Здравствуйте. Да, познакомьтесь, это Семен, это Леонид. Так, вот, Леонид, смотрите, у нас концепция программы такова, я каждый раз объясняю это и не устаю это делать. Мы приглашаем в студию гостей, в нашу гастростудию. А так как это гастростудия, мы просим, либо заставляем их что-нибудь приготовить. Ты с чем к нам сегодня пришел? А просить будете или заставлять? Я пришел с ингредиентами для южноамериканского блюда, которое называется севиче. Севиче? Да, севиче. Ага, севиче. Севиче, да. Хорошо. Севиче, оно готовится из рыбы. Так. Вот, из рыбы в маринаде из сока цитрусовых. Вообще в оригинале это лайм, но как вариант, вот я сегодня приготовил еще апельсин и Ну, у нас лайм тоже лимон. присутствует? Ага. Ну, то есть все Да. вместе. Так, вот получается у нас сегодняшняя рыба. Рыбка лежит. Это у нас семга. Так, какую историю имеет это? Почему ты именно это решил? Вы знаете, история такая очень, на мой взгляд, забавная получилась. Когда-то, несколько лет назад, у меня был день рождения, и моя жена подарила мне сертификат, ну или как не сертификат, как приглашение на мастер-класс, кулинарный мастер-класс от известного, я думаю, всем, Бориса Бурды, который приезжал в Якутск. Да, вот который, Узатый мужичок. который знаток и вот друзь, вот, Да, Бурда. соответственно, вот он одно из блюд, которое готовил, это было вот как раз севиче. Севиче, Из ага. семги, да. Ну и нам понравилось, и мы стараемся его там, ну, по случаю, есть по каким-то взяли на случаям вооружение. готовить, взяли на вооружение, да. Ага. Ну, то есть это как бы получается чуть ли не там визитная карточка, фирменное блюдо твое, собственно. Ну, я не могу сказать, что это прям мое фирменное блюдо, Да, но ну часто готовишь. сейчас я это буду готовить, да. Ну, часто готовишь. Ну, насчет часто я тоже не скажу, потому что оно такое немножко трудоемкое, Ага. и иногда просто заморачиваться не хочется, но когда вот музыка, как говорится, пришла кулинарная, то тогда да. Прекрасно. Ну, формат нашей передачи 45 минут, мы успеем. Я надеюсь, что да. Успеем. Хорошо, но тем более, что если трудоемко, предлагаю начать прямо сейчас. Да. Да. С чего? Так, Семен? с чего мы? Так, ты сказал лепешки. Сначала лучше, наверное, сделать лепешки, потому что непосредственно рыбу можно сделать быстрее. Да, рыба. Я думаю, самая вот такая, ну, трудоемкая это что будет только сделать. делается лепешки, да? Да. Да. Лепешки, Лепешки давайте сегодня сделает нам Петр. хорошо. Ну ладно. Ура! Да. Пусть сегодня он нас немножко заморается. Да-да-да, помарается, наконец-то. Я часы сниму свои. Да. Тогда. Так, в этом вот случае мука. руки Нужна я будет мыл. вода. Ага. Так, мука, вода. А, собственно говоря, больше ничего не нужно. Ну, соль. немного. Яйцо. Нет? Нет, яйцо Яйцо не не Просто надо. это Ну, такая... для... Это совсем пресное тесто. Да. Хорошо. Лепешка будет готовиться на сухой Семен, стороне. ты мне говори, я буду делать. Сколько брать муки? Так, возьми муки. Сейчас, давай ты налей немного. Нам, в принципе, лепешек немного надо. Да, мы для примера чисто, как говорится, Еще, сделаем. еще. Буквально, может, там Ага. Все, три. хватит. Хватит. Так, муки Да. хватит. Держим. Ага. Водички совсем немного. Водички тоже совсем чуть-чуть, да? Вот так, хоп. Еще Хватит. чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Все. Оба-оба-оба. И я хочу все-таки от себя немножко такой Масло, да? оливкового. Немножко. И я должен это все вот так замесить в тесто. Да. Правильно? Из этого должно получиться тесто. А еще что нужно сделать? Так, а мы за это время давай ты начнешь разделку рыбы, а я за это время подготовлю цитрусовый Да. заправку. Семен, Вот так ты возьмешь грамотно распорядился. Да. Потому что у нас, в принципе, блюдо простое, но тут надо делать и лепешки, и рыбу А, ну, то есть, подготовить, как бы, разделать. И Хорошо, что маринад нас подготовить. много, да? Да. Так, и получается, лишних без людей цедры не ты бывает. брал, да? Без цедры, да. Просто сок. Давай вот тебе нож как раз хороший дадим. Ребят, по-моему, воды мало. Опа. Да? Или хватит? Можно еще чуть-чуть добавить. Да, чуть-чуть, по-моему. Доставьте, пожалуйста, воды. Мне кажется, масло оно вот как-то добавило еще Опа. вязкости как раз. Ага. Так, сейчас мы ее вот так вот. Рыба немножко еще Мёртвая, да? не совсем до конца растаяла, да. к сожалению. Ничего страшного. Ну, тем легче будет ее нарезать кубиками.
А, кубиками надо Да, резать. кубиками. Как индигирку, да? О, Чем-то эти блюда, конечно, перекликаются, да, я могу сказать. Единственное, что, конечно, севиче в силу климата, перуанские бедные рыбаки, они не могут его есть замороженным, Ну да, у них потому что там, климат не вы позволяет. сами понимаете, да. То есть им радость вкушения строганина недоступна. Вот поэтому они изобрели вот такое блюдо. Ну, надо сказать, это очень такой показательный момент. Дело в том, что это фактически, ну, вот то, что в японской традиции называется сашими, да, сырая рыба. И вот денатурация белков, которые в рыбе присутствуют, она происходит за счет кислоты, которая содержится в соке. И все. И больше, как говорится, ничего не надо делать. Там ни варить, ни жарить, Сама по себе ни не. парить. Да, она сама по себе очень даже прекрасно готовится. Слушай, Леонид, у нас традиционный вопрос всегда, да? Ну, на самом начале мы просим наших гостей немножко рассказать о себе. Ты сам откуда, где учился, какое образование и вообще, ну, вот, то, что ты сейчас занимаешься, к чему ты пришел. Вот, да. Как я докатился до жизни такой? Да, вот я обычно так задаю, но учитывая то, что ты певец, не стал это делать. Я... Водички, да? Сюда. Можно еще Подлей, подлить. пожалуйста. А то как-то это, как это. Или мои руки воду впитывают. сами? Видимо, да, скорее всего, это повышенная абсорбция какая-то. Я сюда, в Якутию, приехал в 1996-м. Сам я из Норильска, Из Норильска? да. Ага. Это север Красноярского края. Или еще, как говорят, юг Таймыра. Вот, Таймырского полуострова. Так, что-то мне тут не хочет нарезаться сейчас. Так, попробуем. Вот. Я приехал в 96-м сюда, перевелся из Новосибирска, где мы познакомились с моей женой, учились вместе там, в Новосибирском, тогда Институте народного хозяйства, сейчас это называется Новосибирская государственная академия экономики и управления. А Вот. ты учился? На экономиста. Ага. Вот. Но когда перевелся сюда, тут выяснилось, что программа для того, чтобы хорошо перевестись без большого числа там, академических сдач и всякой всячины. Здесь специальность это называлась мировая экономика, ну, соответственно, я перевелся в финансово-экономический институт. ФИ? Да, ФИ, и закончил его по специальности мировая экономика А в каком году, получается? в 1999. Девятом. Да. Ага. Итак, Давай, Петр, ты да, я перейдешь тут- сюда? Давайте, Ага, мы мы местами доску поменяемся. туда перейдем. О, отлично. Как-то так, на свое классическое место. Итак, Леонид, закончил учебу ты. Да, закончил учебу я. Работал я сначала в управлении лесного хозяйства, как это ни странно, с таким образованием. Ну, жизнь штука непростая. Вот. И, грубо говоря, незаметно для себя прошли практически 20 лет государственной службы в моей жизни. Вот. А с 2017 года я работаю в Государственной филармонии. Ну вот, да, вот и мне интересен переход. Человек, который работает на сельское хозяйство, народное хозяйство, вдруг становится творческим. Нет, творческим-то я как бы стал Был всю дорогу. сам по себе как-то вот Ага, довольно давно. ага. Вот. И спасибо моему тогдашнему руководству, что оно закрывало глаза на мои вот эти все Шалости. экзерсисы, да. То есть, когда там у меня какие-то были концерты или еще что-то, и приходилось там то с работы раньше уйти, то еще какие-то такие вещи делать. Вот. А потом вот в 2017 году в филармонии образовался хор. Ну и я подал заявление, прошел прослушивание, По-моему, и сюда надо меня приняли. Мгм. И теперь то, что у меня было хобби, Стало стало твоей у меня работой. оплачиваемое хобби. Оплачиваемое хобби. Ну, то есть ты же, если я не ошибаюсь, называешь это Работа мечты. работой своей мечты. Работа мечты меня настигла, да. Настигла. Поэтому я всем говорю, никогда не отчаивайтесь. Ага. Если вы хотите дождаться работы своей мечты, вы ее обязательно дождетесь. Она вас обязательно настигнет. Надо же. Слушай, а вот как вообще к этому приходит, а? Занимался ты одним, а потом резко К творчеству. Ну, творчеству. Это же не просто так. я не могу вот сказать,
за других, да, у меня это получилось вот как, ну, знаешь, такая далекая вот детская еще творческая жилка, которая вот в нашей семье очень сильна. Там у меня дедушка очень хорошо пел, бабушка прекрасно пела. Вот, все время, как говорится, с музыкой по жизни. Единственное, что вот с музыкальным образованием мне как-то не очень повезло в детстве. Я не взлюбил музыкальную школу и забросил ее благополучно сразу же практически. То есть ты все-таки пытался это Ну, сделать? я пытался, но тогда я был в таком полубессознательном состоянии. Как-то вот начал сначала в порядке хобби такого заниматься этим. Стал самодеятельным артистом, скажем так. Вот, выступал, участвовал в конкурсах, фестивалях. А потом, когда ну, вот время пришло, как говорится, мне предложили просто эту работу в филармонии. Ну? И я подумал, ну, а что, собственно говоря, Я теряю, да? потеряю? Ничего я не потеряю. И я согласился. Вот. И, Ну, тебе же предложили эту работу не просто так, правильно? За какие-то успехи? ну, да, мы с филармонией до этого сотрудничали в таком, знаешь, частном порядке. Ну, Вот. То есть, там, когда я вдруг неожиданно спел там с симфоническим оркестром, для меня это было вообще что-то такое. Прям ух. ух. Да. И на этот ух заметили. Ну, наверное, и приезжий был приглашенный дирижер, вот, и он тоже обо мне так ну, хорошо отозвался. Лестно назывался. Вот. Причем даже не зная, что я человек музыкально-то не образованный. Вот, и меня, может быть, вообще на сцену пускать нельзя. Но оказывается, все хорошо. Ага. Даже так. Ну да, а потом, когда подал заявление, там оказалось, что конкурс на эти должности есть. Ну, вот конкурс я тоже благополучно прошел. А были люди, которые приходили и уходили ни с чем, потому что их не брали. Ну, само собой, это же конкурсная такая, да? Да, да, да. Слушай, а получается, у тебя музыкальное специальное образование нету? А собираешься? Нет, но я сейчас вот получаю высшее, у меня сейчас 3-й курс высшей школы музыки. То есть все-таки учиться надо? Учиться надо, да, потому что сейчас есть отраслевые стандарты, и, грубо говоря, если придет аттестация, там, или как это сейчас называется. Профессиональная вот это аттестация. Да. Даже не в том дело, что меня там будут аттестовывать или нет, а саму организацию. То есть организация, по идее, не имеет права брать неквалифицированных людей. Вот так. Вот. Слушай, а как называется жанр, в котором ты поешь? Или что ты сейчас исполняешь с удовольствием? Именно по работе? На работе мы сейчас поем хоровые произведения. Это большие и маленькие музыкальные формы, начиная от вокальных концертов, заканчивая хоровыми обработками таких всяких популярных песен. Ну, вот у нас сейчас в мае будут пасхальные концерты, я надеюсь, ничего не отменится. Но это не опера. Из опер мы поем только то, что написано для хора. Именно хоровую часть? Именно хоровые части, да. Ну и, соответственно, там классика, тоже кантаты. Вот недавно у нас прошел концерт, мы исполняли с симфоническим оркестром кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский». Это вот, которая «Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой». Это такая очень масштабное такое произведение. Ну, вроде говорят, что очень хорошо получилось. Очень хорошо. Отзывы благоприятные, да. А так, в нерабочее время я люблю петь джаз, там, Эстраду, наверное. эстраду такую вот советскую, такого. Как я иногда шучу, в моем репертуаре нет практически ни одной песни, которая подпадает под понятие копирайта. Да. Слушай, а кем ты себя видишь через 10 лет, через 20 лет? Именно в профессиональном плане? Чего-нибудь есть такое, чего ты профессионально хотел бы добиться? Это вот такой вообще сложный вопрос. Мне бы вот кто 10 лет назад сказал, что я буду в филармонии петь, я бы сказал, да ладно, что вы это угораете.
Ага. Вот. Поэтому, ну, конечно, хотелось бы петь на каких-то больших сценах, достигать каких-то определенных там успехов. Большой театр. Вот, ну, может быть, даже большой, Может быть, да. даже, да. Может быть, даже там, бог даст, и какой-нибудь Альберт Холл там или еще что-нибудь в таком духе. Ну, а почему нет? А почему нет? Да? Да. С английским же, с иностранными языками я дружу нормально, поэтому... Ага. А как это, где вы учился на английский? Ну, иностранный. Со школьной скамьи начинаю. У меня вот английский шел очень хорошо. Вот, а потом, когда я сюда приехал, тут я попал в руки педагога, которая считается одной из самых сильных вообще здесь, в республике, да, наверное, даже по Дальнему Востоку, по всему. Вот, и Повезло. она нас, да, вот вымуштровала очень. Слушай, раз уж у нас такая программа про еду, да, немножко, какой ваш примерный рацион дома? Что вы кушаете? Ой, я, давай. возможно... По-другому. Так, Вот ты приехал, и что тебе прям впало Да-да-да, из я Якутска? почему хотел подвести именно к этому. Из Якутского, да. местной кухни. Хотел узнать, ну то есть именно... Ну, поскольку я сам, как говорится, вот в Норильске вырос, да, я знаю, что такое северная рыба, то вот, удивления там от чира, от муксуна у меня как бы особого не было. То есть Вот, предполагал, что такое должно быть. это уже было опробовано, уже было привычно. Единственное, что, ну вот, в Якутии, конечно, он такой более насыщенный, что ли. Вкуса больше? Да, вкуса больше. Ага. Ага. Вот. А так вот, ну, мне вот нравится все, что с молочкой связано. Вот сметана, вот сливки, сыры вот эти наши местные, вот алёкминские, там еще какие-то. Кисломолочка? Это я вот вообще могу. Но организм у меня сразу это превращает в какие-то лишние вещи, поэтому приходится сдерживаться. Метаболизм, конечно... по тебе не скажешь. Нет, метаболизм у меня как бы, конечно, хороший, там все, но вот как-то было такое пару раз, что я в охотку, так сказать, там за день-два слопывал там с хлебом литровую банку там этих сливок там этих улахананских или каких-то. И все, у меня там сразу это, короче, появлялся намек там на второй подбородок, там на какие-то эти дикие щеки. Я такой смотрел на себя, думаю, ой, кошмар какой. Вот. И ну вот мясная составляющая, конечно, жеребятина мне очень понравилась. Местная. До этого жеребятину я не ел, вообще конину. Особенно вот в жареном виде, ну, вот, когда из нее там стейки делают, шашлыки, вот это меня прямо очень сильно поразило. К сожалению, вот к карасям якутским я такой любовью не бываю. Это так, равнодушно. Да, потому что у меня родственники живут в Западной Сибири, и тамошние караси, они, во-первых, мельче, во-вторых, костей там меньше, ну, наверное, на порядок, я так думаю. Потому что я когда сюда приехал, я такой сначала обрадовался, думаю, о, карась, какая знакомая рыба, такой беру, Раскусили. там, такой думаю, да как вообще это можно есть, ужас какой. Ну вот фарш, вот когда их фаршируют, фарш мне нравится. Уха из карасей мне тоже нравится. Вот когда вот она такая вот белая, такая классная, такая вот прямо густая, вот, как говорится, 2 стакана выпил и все, и ходишь весь день. А вот карась сам нет. А как вы с семьей отдыхаете? Или сам ты как отдыхаешь? Ну, вот про Иланку мне подсказывают. Да, ну, да, у нас родственники моей жены, они сами еланские. Вот, Силанки? из Еланки, да. Поэтому там маленький домик у нас уже очень-очень давно. Еще до того, как Еланка такая стала таким этим популярным. До того, как местом. Иланка стала Иланкой? Да, ну, грубо говоря, да. Ага. Вот мы любим ездить в Еланку, конечно. Любите? Да, потому что это, во-первых, это другой воздух совсем, это цифровой детокс, потому что связь там не очень, ну, голосовая только есть более-менее там, и все там, грубо говоря, картинку в WhatsApp надо отправлять там минут 10. Вот. Когда-то там было так, что
СМС-ки мы отправляли, то есть набираешь СМС-ку, нажимаешь Подбрасываешь. отправить, подбрасываешь, Да, короче, как во Владике. он где-то там взлетает, где-то высоко, и ты там, короче, стоишь там с этим, с тряпочкой, ждешь, пока он упадет, пух, упал, смотришь, нет, не отправилось, раз, еще раз. Отправить и Да, выбросил. отправить и нажимаешь туда, потому что ближайшая вышка далековато, ну, вдруг сигнал поймается и СМС-ка уйдет. Вот. И вообще вот природа сама по себе, потом отсутствие опасных хищников в тайге, все-таки там как-то вот, ну бывает, там говорят, что да, медведь ходит, Много. да, Ну, там мало. ну там мало, Ну, там да. нет почти. Там, потому что вот, видимо, и дорога, и Да, и народу много. и шум большой, и как-то они не особо туда заходят. Ну, слушай, ну, получается, отдых все-таки как бы активный, правильно? Ну да, ну, конечно, мы еще любим ездить куда-то там Ага. на Про моря. это тоже хотел спросить. Ездить. Про авто. Авто. Говорят, что ты нечто такое брутальное у тебя есть. Ну, я не скажу, что это брутально, это Land Cruiser 100 бензиновый, Ага. без, Ну, то есть это без, вездеход. без всякого такого тюнинга, то есть он полностью стоковый, ничего в нем там такого особенного нет. Ну, А почему и эта машина? пока есть. А так получилось вот по воле То есть это обстоятельств. сознательный выбор. Ну да, можно сказать, что так, да. Вот она нам просто как-то так досталась, и думаем, ну раз есть что, Значит так. значит так надо. Вот. Так, Семен что по-своему замышляет, что ты хочешь делать, да, Семен? Ну, думаю, По-моему, так, вот у нас Так, вот рыбу нам надо сейчас в эту миску перелить. Маленькая Я вот хватит, так да, прям комфортно? руками. Семен, сейчас, Семен, сейчас. Так, сейчас мы... а я уже не спрашиваю, я включу. Ну, сегодня у нас Очень много рыбы. в севиче рыбы будет немножко побольше, так обычно. А вот это не надо, походу, да? Нет, это не надо. Это так обычно у нас. Да, я думаю, да, достаточно. И можно будет перемешать, чтобы А он это сок пропитался. этих цитрусовых. Да, это цитрусовый. Ложечку тебе. Вот Нет, ее надо. еще такой Руками пожамкать. еще такой любопытный момент, когда, да я в принципе могу руками Ну хорошо. Давай. мою это. Что у нас тут? О, Это всегда весело. еще у нас что-то, да? Вот. Любопытный еще вот такой момент. Чеснок? Ну, чеснок вообще на любителя. То есть в оригинальном рецепте чеснока нет. Да. Вот. И ну, косточка, ничего страшного там. Сейчас Мне кажется, можно же так Хорошо, почти уже. вот. Сейчас оно вот так вот постоит буквально несколько минуточек. Вот оно побелело уже. Пропитается, да? Да, оно пропитается. И все. И можно будет туда закидывать красный лук, кинзу, помидорчики, оливки. Я до сих пор не могу врубиться. Это будете жарить, а потом заворачивать как... Нет, это можно макать, можно севиче накладывать, делать. А это будете готовить? Нет, Это уже все. готовы. Оно уже практически готово. Туда только надо покрошить зелень А, и вот остальные ингредиенты. Все, да. я помою зелень, как обычно я делаю. Слушай, а как ты считаешь, любого человека можно научить пить? Вообще профессиональные преподаватели по вокалу, да, они говорят, что любого, да. Но с другой стороны, сейчас, если не брать конкретно академический вокал, да, вот классический, оперный, а вдаваться в особенности вокала вообще в целом, сейчас такое многообразие стилей, что мне кажется, ну, человек с любым голосом может найти там, и песню по себе, как говорится. Любым голосом или любым слухом? Ну, слух это тоже вопрос тренировки. То есть там так или иначе у всех людей слух какой-то есть. Просто единственное, что вот человек слышит, но не всегда может воспроизвести правильно. Ну, то есть самое главное, получается, как и везде, нужно самое главное желание. Да, желание Желание и и пошел. практика. Да, И практика. Да. Тренировки. да. Давай я тоже что-нибудь порежу, а то я что-то немножко такой неприкаянный стою. Так, это что у нас? Куда-то хочется руки деть, да? Да. Это, кстати, вот в Помидорки. вокале это, кстати, тоже очень такая насущная проблема. У всех
людей разный подход, куда девать руки, когда, ну, так когда ты играть, поешь. или вы Да. все время вот так Потому что делаете? академический вокал, он не предполагает наличие микрофона, потому что, допустим, вот... Стойка и все, да? Да, небезызвестный, я не знаю, помнишь такого, Вячеслав Малежик такой был? Малежик? Есть. Да, Ну, конечно. он сейчас до сих пор живой, слава богу. Ага. Дай ему Бог здоровья. Вот, он очень смешно по этому поводу говорил. Он говорил, я страшно рад, что я умею играть на баяне и на гитаре, потому что мне всегда есть зачем спрятаться на сцене. Да. Куда-то что-то Да, сделать. а так, говорит, я когда выхожу, говорит, я начинаю смущаться, говорит, тупить, там, забывать слова, говорит, все. А тут, говорит, стоишь, говорит, закрылся, говорит, и, типа, Да, и или там, говорит, и все. Вот, Руки куда деть? да, у вокалистов такой защиты нет. Ну, Что надо делать, куда их девать? да вот, ты знаешь, Каждому свое, да, видимо. тут у каждого, да, своя точка зрения. Я помню, я смотрел вот мастер-класс Дмитрия Хворостовского, и он очень интересно к этому делу подходил. Когда человек пел очень такую характерную арию, очень драматичную, такую надрывную из Риголетто, вот, он ему говорил, почему вы стоите как, как будто лом проглотили? Нужно же там сеньоры, там я вот там Да, играть, пришел вас да? там та-та-та. Вот. А вышла девушка и пела тоже какую-то арию, я не помню, французскую какую-то там, то ли из, сейчас я уже не вспомню, из какого композитора, то ли из Бизе, то ли откуда-то. И он говорит, знаете, ваша беда в чем? У вас очень красивые руки. Руки? Да, и вы ими очень отвлекаете. А она стоит такая, как балет такая, знаешь, там такие па какие-то делает. Он говорит, не надо этого, говорит, у вас голос же красивый. Говорит, вы стойте вот так спокойненько и все, и минимум жестикуляции. Не нужно вот это. Я думаю, ну надо же, как это странно. То есть молодому человеку он наоборот сказал, типа, ты что стоишь-то, ты что-нибудь делай. Мол, маши там руками, там что-то там делай страшное лицо. Вот, а девушке сказал, не надо. Вот, ну и тоже там в зависимости от преподавателя, в зависимости от задачи конкретной вот, на исполнение какой-то конкретной вещи, там, соответственно, и происходят такие вещи. То есть либо руками надо что-то делать, либо их надо, грубо говоря, спрятать и Как говорится, играть сугубо индивидуально, да, играть все? лицом, да. Ага. Слушай, а в твоем плейлисте какая музыка? Ты что слушаешь сам? Я сейчас больше слушаю классику, потому что надо. обязывает учеба, да, Ага. и нужно Классику, именно классическую музыку? классическую музыку, Ага. да, потому что обязывает учеба, во-первых, во-вторых, нужно учиться у самых лучших. Ну да. То есть, когда слушаешь великих каких-то исполнителей и пытаешься там, если не подражать, то хотя бы понять, что они там такое делают. Хотели чтобы им сказать, да? да? Чтобы это также, хотя бы, может, там наполовину также зазвучало где-то у тебя. Вот. Ну и потом, в силу образования, я вот, например, раньше классическую музыку так не слушал, как я ее слушаю сейчас. Потому что даже у нас вот коллеги есть, которые говорят, зачем я закончил высшее учебное заведение, там, инструменталисты в основном. То есть я теперь, говорит, не могу слушать симфонии нормально. Я все, говорит, я сижу, я слушаю, вот главная партия закончилась, побочная партия началась, так, здесь отклонение, модуляция в тональность другую, так, здесь пошла репризочка, ага, лирический эпизод пошел. Я, говорит, сижу и анализирую. Да, уже. А могла бы просто сидеть и наслаждаться музыкой. Вот, я вот где-то пока посередине так. То есть тоже к этому придешь скоро? Ой, я, честно говоря, надеюсь, что мне не очень хочется в такую область приходить. Чтобы вот так разбирать на косточки, да? Потому что теоретики музыкальные, они прекрасные люди, они специалисты высокие в своей области, но не каждому это дано. Кто-то, как говорится, поет, а кто-то раскладывает музыку по косточкам. А какой автор близок из классики? Да мне много кто близок. Или произведение я иногда вообще знаешь, когда слушаешь, допустим, вот
того же покойного Лучано Паваротти, да, и как вот сейчас обычно пишут, тот неловкий момент. И вот как раз вот слушаешь и думаешь, тот неловкий момент, когда ты не тенор. А хотелось бы. Скажем так, далеко не тенор. Но ты не тенор, увы. И вот хоть ты, вот, как говорится, тресни тенором, ты уже невозможно. Не запоешь, да. Ну, басы тоже прекрасные есть, и баритоны тоже есть, которые поют просто так, что, ну... А из композиторов, из классики вообще, которые... Из классики мне Чайковский очень нравится. Вообще вот русские композиторы очень нравятся. И американские композиторы, которые вот то, что называется, на английском это называется Great American Songbook. То есть великий американский песенник. Да? Песенники. Те, кто туда вошли, вот там, Кол Портер, там, Гершвин, вот, все вот эти светила большие. Вот это мне тоже очень, прям, очень нравится. А есть понятие современной классики сейчас? Есть же, наверное, да? Современная классика, да, есть. Ну, которые уже, скажем так, уже по канонам классической есть композиторы, музыки. да, которые, ну, пытаются писать по канонам классической музыки, хотя, на мой взгляд, они, конечно, стараются привнести что-то свое, и в итоге музыка получается, ну, достаточно сложная для восприятия. Вот. Но вот если брать музыку известную, совсем вот прямо, ну, такую которая как бы, казалось бы, и популярна. Да. Скажем так, ну, классическая музыка во времена Моцарта, Бетховена, она же была эстрадой, скажем так, ну, другой не было. Такую исполняли всю дорогу. Она была такая. Моцарт в свое время, он был все-таки таким революционером. В том плане, что сочинения у него были очень легкие, такие вот по духу и по ритмике, и по мелодике. И, естественно, его за это многие не уважали, потому что был большой спрос. Был большой спрос на музыку такую вот пафосную, маршевую, такую для больших каких-то оркестров, чтобы это все там звучало, там, чтобы это можно было продавать, чтобы с этим можно было ездить по всей этой Германии, по этим там 300 графствам, этим курфюрствам, и каждому там где-то что-то там показывать. Вот. А сейчас я вот подумал, знаешь, из современных композиторов, которые пишут известную музыку, но в классическом, в симфоническом понимании, это, например, вот Джон Уильямс. Джон Уильямс, да, который пишет для «Звездных войн». Там, и, да. То есть вообще так называемые кинокомпозиторы современные, вот Уильямс, и вот кто у нас там еще, Джерри Голдсмит, там. Она написана, то есть, по классическим правилам, с классической гармонией, там в ней отсутствуют какие-то... Я почему этот вопрос начал задавать, да? Есть у меня один композитор, ну, современный, да, который, наш современник, который мне очень нравится. Морриконе, он входит в такой? Морриконе, я думаю, что да. Несмотря на то, что у него все-таки... Попса, но тем не менее. Нет, я не скажу, что это попса. Дело в том, что вот ты понимаешь, что такая вещь, что когда он писал музыку в 80-е еще... 60-е. Да. Ну, для фильма первые вестерны он писал. Нет, вот 60-е, 70-е. Ближе к тему, к этому французскому периоду, «Профессионал», там вот все остальное. Потом вот «Спрут», вот этот сериал, это же тоже его музыка, да? Она все-таки более классичная в смысле и оркестровки, и аранжировки самой по себе. То есть это, вот, кстати, из отечественных, знаешь, я еще кого мог бы назвать? Владимир Дашкевич. Дашкевич? Да. Шерлок Холмс. Ну, слышал, ну... Вся музыка, вот, которая написана для Шерлока Холмса. А там тоже же вообще классика, это оркестровая музыка. Это классика. То есть, когда ее слушаешь отдельно на компакт-диске, без привязки к фильму, это прямо вот конкретное сочинение. То есть, там все четко разбито по форме. То есть, там аллегро, там анданте, потом еще одно аллегро, там все вот эти дела, там главная партия, там, как я уже сказал. Я уже поплыл. Аллегро, анданте, я уже поплыл. Да. Вот, то есть это современные классики. А есть люди, которые пишут современную музыку в более таком нетрадиционном ключе. Мы тоже исполняли такие произведения в филармонии и с оркестром, и с хором.
Нельзя сказать, что эта музыка такая легкая для восприятия, но, тем не менее, право на существование она тоже имеет. Имеет. Вот, кстати говоря, Семен сейчас вот что у нас делает такое, да? Он вот то, что вот это отжимается, в перуанской кухне это называется молоко тигра. Вот этот вот рассол, ну, как бы соус вот этот, который в севиче находится, это называется молоко тигра. Его можно подавать отдельно. Потом, Вот это? Да, вот это. Макают туда? Можно туда что-то макать, можно его там, ну, насчет ложек я не уверен, конечно, но, наверное, можно и ложкой просто пить. И по Что-то делают с ним, да? уверениям южноамериканских кулинаров, это молоко тигра обладает свойствами афродизиака. Да ладно. Вот. Так. Так что надо быть осторожным. Ну почему? До Мы вечера. не такие уж молодые, поэтому, может быть, как раз это поможет. Ну что? Скромно заметим. Ну что, Ну, давай, сервируй, и я не знаю даже, что надо делать. Ну, Давайте пробовать. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Севичи. Севиче. Да. Севича. Севиче. Севичи. Это испанское слово, Севичи. поскольку они там Что говорят. означает? Ой, я сейчас буквально не помню, но, грубо говоря, то ли селедка, то ли что-то такое. Знаешь, какая-то, по-моему, порода рыбы Севичи. на испанском. Севичи. Так, снимаем севичи, показываем севичи нам. Ну, вот, Который то у есть, нас, сегодня севичи у нас семга. да. То есть вы видите, что рыба благодаря маринаду приобрела такой светлый оттенок. Это значит, что делается все правильно. Ну, Семен, лук, честно говоря, это можно на любителя. То есть, если кто-то будем. захочет, красный лук это вообще такая хорошая штука. В каком-то смысле даже самодостаточно. Это вот перечный острый соус. Я взял его из-за того, что он обладает таким своеобразным вкусом, потому что делается не из свежего перца, а из вяленого. Ну, вяленого на солнце. Кочуджан. Да, кочуджан. Кочуджан. Он очень такой своеобразненький. Так, немножко красоту навели. Давай добавим немного Чуть-чуть. зеленого масла. Маслица. Зеленого масла. Линолеумовая Так. маслица. Так, вот такая красота получилась. Да, Благодаря Семену, в первую Благодаря очередь. Семену. Ну, Семен умеет превращать обычные блюда в необычные блюда. Я больше скажу, он необычные блюда умеет превращать в необычные блюда. Да, я про это и сказал. Так, ну что ж, давайте пробовать. Да, может быть, сделаем снимок для Инстаграма, а потом сидим. Давайте. Как принято в 21 веке. Подайте, пожалуйста. Не мой сфотографировал, не ел, да? Да, не фотографировал, не ел. А вот телефон мой лежит. Пожалуйста. Вот мое тесто лежит. Так. Незавершенная лепешка, да? Да. Нам разрешается во время эфира все что угодно делать, а вот так. Здесь есть лепешка. Итак, мы сфотографировали для Инстаграма. Ну и что? Камон. Ну, да, можно прямо, грубо говоря, вот вилочкой поддевать и есть. Лепешку можно либо А не просто... надо ее там заворачивать туда-сюда? Это как тебе вот нравится, как говорится. Да? Хочешь, можешь завернуть. Заворачивать у тебя не получится. А, потому что она Они суховатые, да. суховатые. Яйцо надо было. Вот так же можно. Как будто канапешка. Можно, да, вот так вот над ней, то есть проносить. Ну, как будто пита, да? Это получается как... Все-таки же это... Латиноамериканская. Ну да, Да. как тортилья такая. Как дактили, да, как пита. Тонкий хлеб. Вот. Ну, что я могу еще сказать? Вот, в данном рецепте мы добавили кинзу. Вот, ну, я знаю, что некоторые люди не любят кинзу из-за ее такого Специфично. специфичного, да, вкуса. Вы можете добавить на свой вкус, можете добавить петрушку, можете попробовать укроп. Острое. Да. Ну что, Семен, какой твой экспертный профессиональный вердикт? Что скажешь? Имеет смысл нам Леонида в следующий раз еще раз звать?
Семен сейчас скажет, это не заливная рыба, хрена к ней не хватает. Да, да, да. Ну, я бы дал бы ей чуть настояться. И прям, Вот этого? Да. И, Ну, ограниченное время у нас. да, ну это я понимаю, но если хотите Чуть в больше домашних условиях, промаринаться, да? в домашних условиях, да, лучше чуть настоялось, чтобы, ну, часик-два. И еще лучше выжать и побольше все-таки лимона или лайма. Для вкуса, Все-таки, потому что севиче он должен так немножко, грубо сказать, драть, вот так немного. Да, горло дёрт, типа, да? Да. Он такой кисленький должен быть. А тут мы добавили апельсин сегодня. Он более-менее смягчил вкус. Ну да. А так блюдо хорошее. Очень вкусно, да. Семен нам свое профессиональное слово сказал. Леонид, спасибо тебе еще раз большое за то, что был гостем нашей передачи. Ну и вам, как что принято пригласили. у нас в нашей передаче, да, тебе ответное слово. Может быть, какие-то пожелания, может, что-то родилось за это время? Да, что я могу пожелать? В нынешних условиях единственное злободневное пожелание – это здоровье. Чтобы оно было. Чтобы оно было, да. Остальное можно как-то наверстать, может быть, там прикупить, взять в кредит, я не знаю, что-то еще сделать. Со здоровьем, вот, к сожалению, такие фокусы пока не проходят, не научились еще. Я желаю успеха вашей программе. Спасибо. Вообще очень классный формат, такой дружелюбный и свойский такой. Вот. Наконец-то можно готовить как-то по-брутальному там вот. Немножко Да, немножко. претензий. Со всеми там этими вот такими мужицкими, такими мужскими вещами. Я вот, кстати, когда приехал в Якутию, да, я обнаружил такую традицию, что когда чем-то это напоминает Грузию, вот все-таки, да, когда гость или кто-то, значит, говорит какое-то слово, то потом в конце почему-то все обязательно кричат «Музыкальный привет!». Музыкальный привет. А давай, кстати, ты же привет. Вот. Почему бы и нет? И я думаю, ну, это так было для меня неожиданно, потому что до этого я с таким не сталкивался, грубо говоря, ну, за исключением вот Кавказских республик. Ну, раз музыкальный привет, то я попробую сейчас спеть такой фрагмент. Это очень такая знаменитая вещь. Здорово. А мы покушаем. Да. Some people say man's made of mud, man's made of muscle and blood, skin and bones, a mind that's weak and the back that's strong. You got 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, for I can go. I owe my soul to the company store. Браво, Леонид. Да, прекрасный голос, действительно. Не зря тебя все-таки позвали в филармонию. Я надеюсь. Это же неспроста, да. И, друзья, на этом, к сожалению, наша программа заканчивается. Леонид, спасибо еще раз, что был нашим гостем. Спасибо. В будущем еще раз к нам приходи, еще раз песню спой, еще Приглашаю. что-нибудь, да, приготовь. А на этом, да, ребят, мы заканчиваем. Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно». Смотрите нас на канале Якутия 24. Всего доброго, до новых встреч. А мы уходим за эфир и продолжаем кушать. Продолжаем.